За последние 2 года удалось добиться значительных успехов в снижении количества ДТП на дорогах республики. Несмотря на это, статистика ДТП не радует. За 2024 год и за 2025 год, за 10 месяцев, то есть за год и 10 месяцев, у нас в Абхазии зарегистрировано 290 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 83 человека и получили ранения 388 человек. Если сравнивать с 2022 годом и с 2023 годом, то на тот момент было 400 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 121 человек и получили ранения 560 человек. Таким образом, в сравнении статистика получается такая. Количество ДТП мы смогли уменьшить на 110, погибших при этом минус на 38 и раненых при этом минус 172. За 10 месяцев этого года произошло 129 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 35 человек, из которых 17 пешеходы. Лидерство в этой статистике принадлежит Гудаутскому району. Здесь в 2025 году в ДТП погибли 7 человек, 6 пешеходы. Пешеходы тоже являются участниками дорожного движения, и они тоже должны соблюдать правила. В этом направлении тоже есть видение, как решать эти вопросы. У нас есть взаимосвязь с главами районами. У нас есть такие участки дороги именно в городе, в городах, где освещение, допустим, да, в тех участках, где это происходит, желает, чтобы было лучшее освещение. То есть мы пишем письма главам администрации, чтобы они уделили внимание в этом направлении. Одним из важнейших достижений в целях организации безопасности дорожного движения является реализация целевой ведомственной программы по приобретению камер фото- и видеофиксации, благодаря чему в том числе удалось снизить количество ДТП на республиканской трассе. В полном объеме в западной части от КПП ПСО до столицы Сухум мы установили 22 камеры, и вот в течение месяца мы еще установили дополнительно еще 4 камеры. То есть данные камеры фиксируют любую машину и любые номера. То есть проехать, не быть замеченным под эти камеры невозможно. На каждом посту у нас сегодня есть возможность остановить автотранспорт, если у него есть нарушение, показать, когда он нарушил, какая скорость, какой километраж, то есть вся картина там есть. То есть оспорить этот момент очень будет сложно. Сейчас идут работы по установке камер на республиканской трассе Сухум-Ингур. До конца этого года будут установлены 14 камер. Выявлением и вручением водителям штрафов будут заниматься сотрудники стационарного поста Кадор. Безусловно, установка камер видеофиксации положительно скажется на снижении количества ДТП. Все камеры стоят на балансе Министерства внутренних дел, и все штрафы поступают в республиканский бюджет. В дальнейшем эти средства направляются на улучшение материально-технической базы ГАИ. На основании материалов фото-видеофиксации нарушений было вынесено 109 996 постановлений и вручено 86 тысяч постановлений. Из них, из 86 постановлений, 63 851 постановления уже оплачены на сумму 43 миллиона. Эта сумма не маленькая, то есть мы сделаем так, чтобы до каждого достучаться. У нас, вы, наверное, заметили, очень часто по городу и по республиканской трассе встречаются машины, которые ездят без номера. Это люди, которые хотят избежать фиксации этих камер, и чтобы не оплачивать штрафы. По ним мы отдельно проводим еще работу. Могу сказать, за 2,5 месяца 420 автотранспорта было поставлено на штрафплощадку, что в управлении ГАИ и что в районных отделениях мы эти машины ставим. То есть пока эти машины не поставят обратно на госномера или не оформят машину, данная машина с штрафплощадки не выезжает. Активная работа ведется по борьбе с нетрезвыми водителями. В прошлом году лишено права управления транспортным средством 4267 человек. Из них в наркотическом опьянении более 900. В суд направлено 838 материалов. Подвергнуто административному наказанию 250 человек. Из 838 материалов, которые мы отправили в суд,
Из них подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток 250 человек. А 588 человек были отпущены в зале суда со штрафом. Это в основном сумма 4 800 или 12. Все они в основном инвалиды. Если сравнивать с 2022 и 2023 годом, то на тот момент были лишены права управления транспортным средством 6162 человека. Из них за управлением автотранспортом в состоянии наркотического опьянения 1841. Также были направлены в суд 371 материалов, из них 105 подвергнуты административному аресту на 15 суток. И 266 также отпущены из зала суда со штрафом, там, как ранее говорил, 4200 или 12 тысяч, которые являлись инвалидами. В ГАИ ощущается нехватка кадров. На фоне увеличивающегося числа транспорта и, как следствие, нарушителей, этот вопрос приобретает особую актуальность. Если брать именно сотрудников, которые стоят на стационарных постах, которые работают в городах, то количество их составляет в общем 108 человек. То есть их мы делим на две части, то есть первая смена и вторая смена. То есть это получается в среднем где-то 50-54 человека. Это получается на стационарный пост, на суточное дежурство заступают 2-максимум 3 человека. Сотрудник госавтоинспекции в количестве 2-3 человек физически не успевает каждого остановить и подвести к посту и вручить постановление, потому что пока он занимается одним, и второй занимается вторым нарушителем, несколько машин могут проехать. Но в этом направлении мы, во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы качество наших сотрудников было, конечно, намного лучше. Над этим мы занимаемся, проводим в год 2 раза аттестации сотрудников, так же как и сотрудников, также и начальников ГАИ. Принимаем по окончании всех этих аттестаций кого-то, если он не соответствует своей должности, да, мы их переводим на другую службу, где он менее, допустим, будет загруженный. Максимально хотим оставить в наших рядах тех сотрудников, которые реально относятся к своей работе ответственно и знают свою работу, и понимают и осознают, какая значимость его работы, нахождения на этой должности. Руководство ГАИ МВД работает над совершенствованием работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Предлагается более тесно работать с населением, проводить социально-информационную пропаганду, установить системы автоматической фото- и видеофиксации ПДД на перекрестках, активировать пропагандистскую работу в школах и детских садах. Мы уже, наверное, вы заметили, в соцсетях запустили социальные ролики, направленные на безопасность дорожного движения. Мы сделали и на абхазском языке, и на русском языке. Также на сегодняшний момент мы уже заказали 10 плакатов, которые будем размещать по нашей республиканской трассе. Кстати, в этом направлении хотелось бы поблагодарить сотовую связь Аквафон и Амобайл, а также и Аслан Ацма, которые предоставили нам безвозмездно, без оплаты эти площадки, где мы будем эти баннеры вывешивать. Там тематика будет хорошая для тех водителей, которые хотят там ездить на нашей республиканской трассе, которые мы хотим этим образом как-то повлиять на всех водителей, чтобы не нарушали, и понять, что так нарушать грубо нельзя, потому что к хорошему рано или поздно это не приведет. Ведется работа и над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Камеры, которые мы установили, они имеют многофункционал. Оно фиксирует и ремень безопасности, телефон, разговор по телефону во время езды и пересечение сплошной линии. Но на данный момент, к сожалению, мы эти нарушения фиксировать и вручать водителям не имеем права, потому что в законодательстве нужно внести ряд изменений, чтобы мы могли
этих водителей за такие нарушения наказывать. В данном этапе находится на согласовании в администрации президента, а может там придется какие-то еще изменения внести, ждем обратной связи, то есть я думаю, если это все пройдет, это попадет потом в парламент Республики Абхазии, если этот закон примут и примут ряд изменений, то мы сможем уже по данным камерам уже и за эти нарушения, то есть наказывать. Также планируют внести изменения в статью 117, часть 1 и 2. Речь идет о допустимых превышениях скорости, размерах штрафов и наказаний. У нас по скорости делится по статье 117, часть 1, часть 2. Это то есть люди, которые превышают до 40 и выше 40. То есть это 600 рублей и 3000 рублей. Мы сейчас хотим сделать градацию, поделить на 4 части, сделать от 20 до 40, от 40 до 60, от 60 до 80 и от 80 и выше. То есть знак, если стоит 80 км в час, превышает еще на 80, то есть 160 и выше. Такие водители, такие нарушения у нас есть. То есть это очень злостный нарушитель. И по ним мы хотим сделать максимальный штраф, плюс, наверное, и с лишением или на пересдачу на экзамен. Вот в этом направлении ведется работа. Я думаю, нас услышат и будет принято решение такое, что мы сможем эти камеры подключить так, чтобы эти нарушения были зафиксированы, и у нас была возможность вручать нашим водителям в данном направлении. Дамий Авицба призвал участников дорожного движения соблюдать правила, ведь, садясь за руль, каждый должен помнить, что в его руках не только его жизнь, но и безопасность других людей. Ирина Аршба, Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.